Что делать, если нет новогоднего настроения? В Сыктывкарском университете нашли решение. Студенты организовывают тематические мероприятия, чтобы поднять и поддержать праздничный дух. Нам он тоже не помешает, поэтому мы отправляемся праздновать вместе с ребятами. Старт череде елок дал Институт истории и права. 20 декабря там прошло новогоднее мероприятие «Шаром покати». На вечер пришли не только студенты, но и преподаватели. Всего участие в празднике приняли 6 команд. Когда мы были на первом курсе, был ковид, у нас не провели день первокурсника, и тогда тот студсовет при Карине Барначевой придумали такую интерактивную игру для первокурсников, и через 2 года мы о ней вспомнили и решили как бы возродить. Организаторы подготовили обширную программу вечера. В нее вошли интеллектуальная битва «Ворошиловский стрелок», игра «Крокодил», танцы из джаз-дэнс и караоке. Также участники исполнили песни и прочитали стихотворение для Деда Мороза. Шел по лесу Дед Мороз, мимо елок и берез, он по лесу проходил, деткам елочку срубил. Мне понравилось, как танцевали наши преподаватели. Вообще, они очень пластичные и интересные. И мне нравится, что они вместе с нами участвуют в таких мероприятиях. Следующим прошел воркшоп студентов Института культуры и искусства. Он развернулся 22 декабря в главном корпусе университета. Для всех желающих студсовет ИКИ подготовил выставку авторской продукции обучающихся, фотозону и мастер-классы. На последнем гости смогли создать новогоднюю открытку или аксессуар, сделать елочные украшения и сплести фенечку желаний. Тогда зачем ты их раскручиваешь? Вечером того же дня студенческий совет медицинского института провел новогодний беспредел. По словам организаторов, такое название мероприятия получило, потому что оно очень веселое, интересное и забавное. Для участников подготовили свою игру, конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой, квест по станциям и дискотеку. У нас есть станция, где ребятам предстоит наряжать новогоднюю елку. Также на другой станции ребята должны будут одеть одного из своей команды в какой-либо новогодний костюм. Также у нас есть новогодний лабиринт и станция, которая называется «Крепкие зубы», потому что в зубах нужно будет пронести ложку с шариком на ней и не уронить. А до куда идти-то? До конца коридора. До конца коридора, так я подножку сейчас поставлю. Я надеялась, что мероприятие не заставит меня бегать, а в платье где-то лазить, да, то есть я считаю, что нужно обдумывать для леди удобные конкурсы. Да, но в целом ребята молодцы, что потратили свое драгоценное время на это, потому что, знаете ли, в медицинском времени не так уж и много. 23 декабря череду новогодних событий продолжила дискотека «Мэри в Львом». Организаторами выступил студенческий совет юридического института. Посетить же ее смогли студенты любого подразделения. По словам активистки студсовета Полины Черных, новогодняя дискотека уже стала небольшой традицией института. Вечер в таком формате проводили еще в прошлом году. На мероприятие пришло более 40 человек. Конечно, в прошлом году результат был намного больше, но мы не сдаемся, думаем, что в следующем году придет больше людей. Помимо танцев под современные хиты, для студентов организовали конкурсную программу. Ведущая и Дед Мороз провели соревнования среди присутствующих на призы символом университета. Гости сыграли в «Угадай мелодию» и новогоднюю коробку. Наградили и главного танцора вечера. Им стала Асел Кулдашбаева. Это просто супер, мое новогоднее настроение, это просто круто. Просто я люблю танцевать. Сказали, что будет дискотека, поэтому я сюда пришла танцевать. Вот так в СГУ имени Петелима Сорокина отметили Новый год. Мы посетили как можно больше мероприятий и теперь с уверенностью можем сказать, что студенты отдохнули на славу. Софья Мальцева, Олег Хохлов, Полина Холодова, Александр Кочкин, учебное телевидение СГУ.